Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Сегодня мы опять встречаемся в рамках нашей программы «Профессор доступно о важном». И сегодня тема нашей передачи – научно-образовательный потенциал строительной отрасли Республики Саха-Якутия. И мы пригласили в гости в нашу студию Корнилова Терентия Афанасьевича, доктора технических наук, профессора кафедры промышленного и гражданского строительства Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амусова, действительного члена Академии наук Республики Саха-Якутия, заслуженного строителя республики. Ну и, конечно, хотелось бы отметить, что тема очень злободневная, поскольку мы в этом году отмечаем Год труда в Республике Саха-Якутия по решению главы Республики Айсена Сергеевича Николаева. Ну а в Российской Федерации по решению нашего общенационального лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы проводим Год педагога и наставника. Я хотел бы отметить, что у нас в студии режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов, которые помогают нашей работе. Ну, первый вопрос, Терентий Афанасьевич, во-первых, благодарю вас за ваше согласие участвовать в этой передаче. Конечно же, всем интересно, кто такие профессора, кто такие академики, откуда они произрастают. Поэтому хотелось бы задать первый вопрос, где вы учились, где росли, как шло ваше профессиональное становление, пожалуйста, кто ваши наставники? Добрый день, дорогие зрители. Хотел поблагодарить Александра Николаевича за приглашение. Я сам родом из Покровска, закончил в 1977 году Покровскую среднюю школу. И когда учился успешно, в основном обучался по точным дисциплинам. Да. Я сейчас с благодарностью вспоминаю наших учителей Покровской средней школы. Юлию Кардашевскую, Спиридона Спиридоновича, Шишигина, который сегодня является директором, Юрия Степановича Тарасова. Они нам дали основу, конечно, хорошую основу, твердую основу, с помощью которого мы поступили в высшее учебное заведение. У меня отец был плотником, в свое время, долгое время работал именно по строительству деревянных домов, и я решил поступить на инженерно-технический факультет Якутского госуниверситета. И в 1982 году успешно закончил. Но когда учился, заведующим кафедрой строительной конструкции был Василий Васильевич Филиппов, который организовал кружок надежно-строительной конструкции и привлек нас, более таких, скажем, преуспевающих студентов, к научной деятельности. И мы таким образом уже начали заниматься такими прикладными исследованиями и поступили в аспирантуру. С ней проект «Сталь-конструкции» имени Николая Прокопьевича Мельникова. И мне посчастливилось, контактировать с моим руководителем, Иван Дмитриевич Грудев, это профессор, доктор технических наук. Он в советское время 38 лет защитил докторскую диссертацию. Это такой редкий случай, конечно. Очень одаренный человек был, закончил Московский физико-технический институт. Благодаря его школе мы получили такие хорошие фундаментальные знания. Да. И в 2010 году защитил докторскую диссертацию. Но, тем не менее, когда прошел путь от ассистента до профессора кафедры, прошел все ступени практически, был и старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой, директором института. Но в те времена, опять-таки, 90-е годы, 2000-е годы, параллельно все равно занимался практической деятельностью. Строил дома многоквартирные. Последние годы были построены многоквартирные дома для преподавателей, когда руководила университетом Евгения Исаевна. И, в принципе, мы никогда, так сказать, всегда решали такие научно-прикладные задачи. Вообще здорово. Вы, конечно, внесли особый вклад в подготовку кадров для строительной отрасли. Вообще, в каком направлении должна развиваться сегодня строительная отрасль и какие кадры необходимо для этого готовить? Хороший вопрос. Как вы знаете, сегодня наша республика одна из передовых субъектов федерации на Дальнем Востоке, которые по сдаче многоквартирных домов занимает одно из лидирующих мест, скажем так.
Значит, ежегодно практически в республике сдаются примерно эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров. Из них это половина многоквартирные жилые дома, скажем так. Да? И сегодня, конечно, требуется, чтобы все-таки, как показывает опыт строительства, особенно вот бурное развитие города Якутска, показывает, что необходима все-таки комплексная застройка. Квартальная комплексная застройка. И, конечно, в качестве примера можно привести теперь вот новую застройку микрорайона Звездный, скажем так, где применены именно правильные подходы, градостроительные приемы, да, организация там, общественных пространств, значит, дорожной и социальной инфраструктуры. Вот это наиболее правильный подход, да, я считаю. Да. Все-таки. То же самое касается и населенных пунктов наших сельских районов. Да. Мы все-таки, когда проводим точную застройку, мы не решаем много проблем. Да. Как я говорил вот предыдущие, и дорожную структуру не решаем толком, да, и получается вот затапливание территории и так далее. Вот эти все неурядицы возникают из-за этого. Да. То, что мы не решается комплексная задача. Да. Второй момент. Да. Сегодня современные дома – это высокотехнологичные дома, да, где применяются действительно очень такие современные технологии, того же система отопления, да, вентиляции, автоматизации очень много применяется. Конечно, в связи с этим требуются инженера нового образца, скажем так, которые очень хорошо владеют IT-технологиями. Да. В том числе, например, сегодня задача поставлена Минстроем Российской Федерации полностью перейти на цифровую трансформацию строительной отрасли. Да. То есть, начиная от подачи документов на разрешение на строительство, в том числе и проектирование и так далее, все должно быть в цифровом формате проведено. Ну и, естественно, от нас требуется то же самое, да, чтобы мы подготовили к новым таким веяниям наших будущих выпускников. Но вообще какие образовательные учреждения сегодня готовят кадры для строительной отрасли и что необходимо сделать для улучшения качества образования? Ну, давайте мы начнем с того, что у нас сегодня система образования многоуровневая, да, начиная с СПО, заканчивая, значит, аспирантурой. Да, это многоуровневая система образования Российской Федерации принята. Если принять там систему СПО, у нас в Якутске, например, функционирует два учреждения. Да? Это у нас Якутский коммунально-строительный техникум и колледж инфраструктурных технологий при СВФУ, где готовят рабочие кадры, в первую очередь, да? Ну и готовят, конечно, работников среднего звена, ну, скажем, мастеров, там, технологов и так далее. Да. Оснащение, конечно, сегодня более-менее, скажем, ну, на более нормальном уровне, но желает лучшего, конечно. Если мы говорим о внедрении новых технологий, ну, скажем, ну, простые штукатурные работы, если возьмем, да, то сегодня за рубежом применяют уже автоматизированные системы, да, когда ставится практически стойка, две стойки, например, да, задается там толщина штукатурки и так далее, и получается штукатур-маляр, ну, по нашей профессиональной стандартизации, да, штукатур-маляр, он практически нажимает кнопку, и вот начинается вот эта штукатурная работа. Да. То есть, вот эти процессы, конечно, нам нужно уже внедрять. Да. И, то есть, мы должны переоснастить даже СПО сегодня. Да. Но кое-какие, конечно, оборудование в этих учреждениях они есть, некоторые, да, те же самые сварочные комплексы, например, в том же колледже инфраструктурных технологий, сварочные роботы есть, где можно потренироваться действительно, да, чтобы улучшить качество сварки и так далее, да, вот эти вещи, да. Но если показывают зарубежные вот эти средние специальные образовательные учреждения, конечно, они абсолютно другой уровень, да, там, где действительно стандарты, именно практикоориентированное обучение, она поставлена во главу угла. Да. То есть, есть определенные нормативы того же каменщика, например, да, что он должен там, в течение часа выложить там, сколько-то кубов кладки и так далее, да, притом на качественном уровне. Да. То, что касается высшего образования теперь. Конечно, мы сегодня, инженерно-технический институт, это является основным поставщиком кадров, инженерных кадров для строительной нашей отрасли. Везде работают в основном наши выпускники, конечно. Сегодня вот можно, ну, ряд выпускников – это великие строители наши, Александр Адольфович Берж, Иван Иванович Полушкин и так далее. Да, это у нас старые кадры, скажем так. Ваши выпускники. Да, наши выпускники, теперь, а сейчас вот появляются новые
молодые кадры, скажем так. Это, ну, многие их не знают, наверное, но я ряд фамилий могу назвать. Там Анатолий Заболоцкий, да, значит, Алексеев Анатолий, вот эти руководители строительной компании, группы компании СЕТТ, значит, ну и ряд других лиц, там, молодых кадров. Ну и в том числе и министр нашего строительной отрасли, значит, наш выпускник, да, вот. Ну и, конечно, сегодня вот то, что я говорил, вот цифровая трансформация все-таки требует, чтобы мы переосмыслили в принципе подходы к образованию, да, чтобы мы перешли действительно к практикоориентированной подготовке. Да. И с этой целью, например, мы в прошлом году, значит, с проектом «Цифровой код на холодных территориях» выиграли грант ректора. Да. Это реализуется проект «Приоритет 2020», и нам выделили определенную сумму. И мы сегодня занимаемся, значит, формированием именно вот такой цифровой инфраструктуры для подготовки студентов. Да. В том числе, например, в этом году должны создать образовательное пространство, называется IT-пространство имени члена-корреспондента Василия Васильевича Филиппова, например. Да? Создали, например, центр BIM-компетенций для студентов, в том числе для студентов и работников строительной отрасли. То есть мы сегодня уже реализуем, например, образовательные программы дополнительного образования для работников строительной отрасли. Это по проектированию именно с помощью BIM-технологий. Да. Ну и, конечно, здесь очень важно, чтобы студент, опять-таки, не только там владел вот такими цифровыми технологиями, да, но он и должен решать определенные, правильно решать инженерные задачи. Да. Поэтому мы его привлекаем к такой научной деятельности через кружки определенные. Организовали несколько кружков, в том числе, например, у нас имеется учебная лаборатория компьютерного моделирования зданий, испытаний зданий и сооружений, конструкции зданий и сооружений. И через эти все лаборатории и так далее привлекаем студентов наших. Ну, замечательно, как бы жизнь не стоит на месте, но действительно те фамилии, которые вы назвали, они заслуживают уважения, и большой вклад в развитие и факультета инженерно-технического, последующего института имеет Василий Васильевич Филиппов, которого мы очень уважаем, и я думаю, что как ректор Якутского госуниверситета он внес огромнейший вклад в развитие нашего университета. Давайте вот поговорим о проблемах строительства. Вот вы говорите, у вас есть практика строительства. Вот в городе Якутске мы же все-таки в экстремальных условиях строим. Какие вот есть проблемы и какие научные учреждения занимаются этими проблемами? Ну, если взять город Якутск, ну, вы, наверное, горожане особенно замечаете, идет очень плотная застройка всех микрорайонов практически. Да. Когда 203-й микрорайон мы начали застраивать, все думали, ну, получим мы такое хорошее пространство, общественное пространство и так далее. Но, к сожалению, опять-таки, после приемки, скажем так, генерального плана 203-го микрорайона были введены ряд, опять-таки, изменений. И, к сожалению, сегодня вот идет, опять-таки, застройка различными там торговыми центрами и так далее, да, междомовых пространств. Это ничего хорошего не приводит. Да. И, конечно, как вы понимаете, город Якутск находится на пойменной территории реки Лена, да. Ну и, конечно, сегодня не хватает участков для строительства. Да. И неспроста вот застройщики начинают строить и застраивать сегодня микрорайон Заложный, как вы замечаете. Да. Очень много было построено в районе Прометеи. Это, как вы понимаете, все, скажем так, проще говоря, обводненные территории были в свое время. Да. Там всегда рос камыш и так далее. Да. Но, тем не менее, сегодня застройка идет вот этих микрорайонов. Да. Ну и, конечно, в этих микрорайонах часто встречаются талые грунты, талые и засоленные грунты. Это, как я понимаю, да, в основном, конечно, это техногенное воздействие человека. То есть мы подняли улицы, проще говоря, да, подняли улицы, нету отвода воды, идет застой воды, обводнение грунтов и так далее. Да. И вот это приводит к нехорошей такой ситуации, именно грунтовой ситуации, скажем так. Поэтому первая задача, конечно, стоит, это опять-таки, значит, обратно перевести грунт
мерзлое состояние. Как вы понимаете, многоквартирные дома у нас строятся только на свайных фундаментах. Особенно, когда строим сегодня 16-этажные дома, мы строим только на свайных фундаментах. Поэтому, конечно, большая задача стоит именно применение сезонно охлаждающих установок. В этом направлении у нас очень хорошо работает научно-внедрительский центр геотехнологий под руководством Федора Елисеевича Попенко. Да. Вот. Сегодня там молодые кадры есть. На первый взгляд, со стороны обывателя, наверное, это просто выглядит, сунули там трубу охлаждающую, и начинается вот этот процесс охлаждения. Это не так-то на самом деле. Это требует, во-первых, обоснования, техническое обоснование, расчетное обоснование. Да, то есть проводятся специальные расчеты, притом прогнозируется состояние грунтов на период эксплуатации здания, скажем, на 50-60 лет. Да. Каким образом вот это, значит, установки будут влиять и содержать грунты в мерзлом состоянии, скажем так. Это такая трудная задача. Да. Хотя сегодня вот наши ребята тоже занимаются этим вопросом. Да. У нас есть малоинновационное предприятие свое, да, Арктикбур занимается. Также занимается вот этими вопросами именно, значит, установки охлаждающих, применения охлаждающих установок, да, сезонно охлаждающих установок. Да. А вторая, вот то, что я из своей практики, это, конечно, обеспечение прочности и морозостойкости бетонов. Сегодня, как вы понимаете, как я еще раз подчеркну, да, строятся многоэтажные дома до 16 этажей. И, конечно, вот на первых этажах, наверное, все замечают, что колонны у нас, сечение колонн на первых этажах, например, представляет собой там 60 на 60 сантиметров, 80 на 80 сантиметров. То есть требует определенной высокой прочности, скажем так. Вот. И обеспечение прочности и морозостойкости – это основная задача именно производителей бетонов, скажем так. А для этого, чтобы обеспечить такую прочность, применяют обычно строительные химические добавки. Да. Вот этим вопросом у нас очень плотно занимается, значит, Якутпнис, известный институт, старейший институт наш, который в том числе и занимается основаниями и фундаментами, значит, как малоэтажных зданий, так, которые проектируются по первому принципу. Они очень плотно занимались, опять-таки, проектированием оснований фундаментов в 203-м микрорайоне, где вот эти все основания были, значит, проектированы по второму принципу, да, с учетом оттайки грунтов, скажем так. Да. И сегодня, например, принято решение, да, чтобы действительно перейти на высокомарочный бетон, особенно в фундаментной части зданий. Да. То есть, если мы раньше применяли в основном класс бетона там В25, скажем так, сегодня требуется В35. То есть это должен быть более высокой прочности бетон, скажем так, чтобы обеспечить надежность на долгие там, годы эксплуатации. И вот этим вопросом мы сегодня тоже активно занимаемся, наш институт. И значит, совместно с технологами компании «Дальневосточные строительные конструкции» системы мы получили, значит, рецептуру, технологии, точнее, получения таких бетонов, в том числе и В-35, и В-45. Если вот как раз 17 мая мы собираемся провести такой семинар, в том числе и для производителей бетонов, и для проектировщиков. Что это даст, во-первых, применение таких высокомарочных бетонов? Во-первых, уменьшение, конечно, объема бетонов на нижних этажах, в первую очередь. Это ростверки. Сегодня, к сожалению, ростверки представляют такую массивную конструкцию, бывает там размером 2,5 метра на 2,5 метров, высотой 1,5 метра. Да. Представляете, вот этот мостик холода, вот такой на первом... Вот все время жалуются, что на первом этаже холодно. Да. Угу. Вот это в основном, конечно, наличие мостиков, таких мощных, массивных мостиков холода. Да. Угу. И мы уменьшим вот этот объем бетона. Да. Объем бетона то же самое в колоннах и так далее. Да. То есть это увеличение площадей здания будет, внутренних площадей. Да. Вот. И еще одна из проблем, конечно, тепловая защита зданий. Да. Мы живем в экстремальных условиях, поэтому, конечно, вот эту задачу мы решаем сегодня. Задача, она много такая компонентная задача, и мы стараемся решать эту задачу совместно с проектировщиками и застройщиками. Да, вот вы рассказываете, это очень интересно, я думаю, и для телезрителей, и радиослушателей, потому что качество строительства – это очень важный компонент. Вы вот обозначили, какие сроки, примерно 50-60, да? Но наши здания стоят и дольше. Но я думаю, во второй части нашей передачи мы также продолжим говорить о тех проблемах
и возможностях, потому что у нас действительно город кранов, как все говорят, Якутск город кранов, и это хорошо. Мы встретимся через 4 минуты. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Речь идет о развитии строительной отрасли, подготовке кадров, о проблемах сегодняшнего градостроительства. Терентий Афанасьевич, вот если вернуться к теме города Якутска, многие из нас знают, что 203-й микрорайон такой благополучный, современный, удобный для проживания и так далее. И вот с этой точки зрения эти очень красивые здания, а с другой стороны, ведутся ли какие-либо наблюдения за осадками многоквартирных и других зданий? На ваш взгляд, как вы оцениваете эту ситуацию? Я хочу напомнить зрителям, что все-таки вот эти многоквартирные многоэтажные дома, они построены по второму принципу, то есть с учетом атаки грунтов, скажем так. Не на свайных фундаментах, проще говоря, а на плитном основании. То есть это создается мощная плита внизу, толщиной метр и так далее, и вот на него устанавливаются уже колонны и дальше строится. Там есть, немного там полузаглубленный этаж еще один, вот. И когда вот это проектирование шло, на самом деле отсыпка, она где-то составляет порядка 10 метров сегодня. Отсыпка песком, речным песком, намывные так называемые грунты. И на глубине 10 метров уже начинается на самом деле минусовая температура. Где-то температура на глубине составляет уже 0, скажем так. И далее там минус 0,1 и так далее, там постепенное понижение идет. Но тем не менее, вот сегодня есть опасения, конечно, у многих жителей, часто, особенно там в средствах массовой информации, и время от времени проникает, скажем, слухи в кавычках, что идут деформации и так далее зданий. За этими деформациями, конечно, сегодня ведутся наблюдения. Во многих домах, притом это обязанность, во-первых, застройщика в течение 5 лет следить за, после этого уже управляющая компания должна следить за деформациями, вот. И, конечно, они имеют определенную нормативная величина, она нормируется, скажем, величина осадков, максимальные осадки, они нормируются. Там, например, для каркасно-монолитных зданий там средние осадки должны составлять 150 миллиметров. 150 миллиметров. Вот. И сегодня, конечно, беспокойство вызывает те дома, которые расположены вдоль Хабарова, скажем так. Вот первые дома, которые идут вдоль Хабарова. Есть некоторые, конечно, деформации на самом деле на всех домах есть. В том числе и дома, которые в прибрежной зоне, скажем так. Например, в том же Парусе там деформация, осадки, точнее, составляет порядка 50-60 миллиметров. Скажем так, в корпусе, например, там 25-м средние осадки там составляют там, порядка 60 миллиметров, а максимально достигает там 12 сантиметров, 120 миллиметров и так далее. То есть есть осадки. Ну и, конечно, сегодня такая основная задача, чтобы эти осадки были равномерными. Это основная задача по большому счету, чтобы плита равномерно оседала, а не так в одном месте. Вот помните 9-й корпус в 202-м микрорайоне, когда у нас дом наклонился на 40 сантиметров, это была уже проблема, конечно, когда уже не выдерживает соединение панели и так далее. Поэтому, конечно, сегодня надо заниматься моделированием именно работы каркасно-монолитных зданий совместно с грунтом, притом, прогнозированием осадок и так далее, с учетом фактической ситуации сегодня. Вот этим вопросом, конечно, надо плотно заниматься, потому что, к сожалению, скажем так, если в первоначальных проектах на полуподвальных этажах была предусмотрена температура, скажем так, плюс 5 и так далее, но, как вы видите, все эти полуподвальные помещения не проданы сегодня. И там температура, конечно, не ниже, в зимнее время не ниже плюс 20. То есть вот эти все, скажем так, но тем не менее, вот, когда первые проекты, экспертиза, по-моему, проводилась именно в нашем государственной экспертизе при правительстве нашей, а последующие проекты в основном, конечно, экспертизу прошли московских
экспертных центрах. Да. Поэтому там, так как опыта строительства у них на многолетних междугрунтах не было, они и допустили вот такое решение, дали, и началось массовое строительство таким образом. Да. И сегодня, как я понимаю, конечно, надо за этими осадками следить, делать определенные прогнозные расчеты и потом принимать решения, конечно. Я не могу сказать, что они действительно могут каким-то образом последующим в будущем привести к аварийным ситуациям. Терентий Иванович, вы известный ученый, действительно член Академии наук Республики. Вот недавно у вас прошла конференция по потеплению климата, да? Вот в связи с этой проблемой, какие меры необходимо предпринимать сегодня, чтобы не допустить в будущем деформации зданий и сооружений в условиях крылатой зоны, в частности, вот в нашем городе, в столице, вот ваше видение как ученого? Конференция, она, конечно, сегодня привлекла многих специалистов со всего мира. Да? Как вы понимаете, на государственном уровне у нас, на республиканском уровне у нас в свое время был принят закон о мерзлоте. Вот. И сегодня продвигается именно организация системы мониторинга за мерзлотой уже на всероссийском уровне, скажем так. Это все будет проводиться через гидрометеослужбу, систему. То есть в каждой станции, кроме температуры воздуха и так далее, уже будет измерять температуру, скажем, грунтов на определенных глубинах-то. И вот это в последующем будет какая-то создана единая геоинформационная система по всей стране. Да? Это очень хорошо, конечно. Но одна проблема, да, тут сразу скажем так прямо. Температура воздуха и температура грунта под зданием, точнее на поле и под зданием, они совершенно могут быть разными. Да? Поэтому, конечно, нам необходимо сегодня... Вот мы, к сожалению, очень много потеряли данных. Данных по инженерно-геологическим изысканиям старых зданий. Да. Многие институты, к сожалению, у нас, как вы понимаете, закрылись. Саха-проект и так далее. Да. Якут-ТИСИС, которые владели вот этой информацией. Да. И, конечно, эту информацию сегодня нам нужно восстановить. Восстановить и при этом еще организовать хотя бы какие-то такие, наблюдения, скажем так, организовать наблюдения за температурным состоянием грунтов основания, да, именно под старыми зданиями. Вот тогда мы получим действительную картину. Да. Хотя сегодня вот по информации, того же Института мерзлотоведения, температура наружного воздуха, среднегодовая температура, она повысилась на 3 градуса по сравнению, например, с 2000 годом. Да, если в 2000 году было минус 10-27, по-моему, градусов Цельсия, да, сегодня на 3 градуса выше. Да. Это, конечно, говорит о многом. Да. Это влияет, конечно, на состояние грунта. И плюс еще техногенное воздействие. Да. Поэтому, как я говорил, вот эту систему, надо базу данных нам... Пока еще ничего не утеряно, да, но я понимаю, что часть данных, например, они переданы кому-то все равно, да, у кого-то валяется, скорее всего, даже в гаражах и так далее. Да. Вот это все надо собрать, оцифровать и сегодня создать вот такую базу, единую базу данных. Да. И в последующем принципе, да, надо создавать такую базу и по новым объектам, скорее всего, да, чтобы действительно оцифровка была и в качестве информационной системы где-то хранилась у нас. А по законодательной обязаловке разве это не предусматривалось, чтобы в обязательном порядке сдавали в архив? Нет, архив, вот это, она сдается экспертизу, как правило, да, когда вот в самом начале, к сожалению, наверное, скорее всего, через какое-то время она все равно пропадает или как-то. Вот это все надо, конечно, проследить. Да. Но хотя, вот, по словам начальника госэкспертизы, вот у нас же есть мерзлотная служба, которая действует при Горстройнадзоре, да, то когда они проводили вот в начале 2000-х годов и так далее, да, и в 10-х годах они все-таки проводили мониторинг под зданиями, да, под эксплуатируемыми зданиями, и говорят, что температура на самом деле под зданиями понизилась, наоборот, по сравнению, например, первоначальным. Это тоже такой вопрос. Но это в некоторых домах может быть, да, еще. Тут все зависит на самом деле, да, от расположения здания, да, от, опять-таки, там, обводенности территории, расположение, там, закрыто, не закрыто, там, подполье. Да, очень много факторов. Много компонентов, влияющих.
Вот последние десятилетия у нас приняты стратегии по развитию арктической зоны Российской Федерации, как на федеральном, так и на нашем региональном уровне. Какое вот состояние жилищного фонда в нашей республике, в арктических районах и перспективы строительства жилья в этих районах? Мы в рамках второго этапа комплексных научных исследований занимаемся именно разработкой новых подходов к проектированию и строительству арктических поселений, называется наша тематика. И в прошлом году мы сдали промежуточный этап и провели несколько круглых столов с участием глав администрации арктических районов. Да. Ну и, конечно, мы пришли к выводу, что Арктикой надо плотную заниматься на самом деле. Да, пока еще там некоторое население живет. Вот представьте себе, да, по сравнению с 1991 годом население 13 арктических районов у нас снизилось на 2,5 раза. Да. Это сегодня всего проживает порядка 67 тысяч населения. Всего-навсего, да, 67. Это прописано только, скажем так. Но и, как вы понимаете, там многие просто не живут, а прописаны. Вот. Эта проблема стоит, конечно. Вторая проблема, конечно, это обветшание жилищного фонда. Сегодня вот жилищный фонд 75% это индивидуальные жилые дома, это, скажем, старые деревянные дома, да, которые не отвечают никаким нормативным требованиям сегодня. Да. И, к сожалению, вот эти дома, не к сожалению будем говорить, да, правительством нашей республики в свое время было принято, чтобы индивидуальные жилые дома в сельских районах были подключены к центральному отоплению. Вот. И, как я понимаю, да, вот мы недавно проводили опять-таки круглый стол, и вот как раз энергоснабжающая организация там выступала, и вот примеры приводит, когда в маленьком населенном пункте, например, да, там населением, скажем, 500 человек, длина теплотрасс составляет 10 километров. И он говорит, мы топим воздух. И субсидии, например, в 2022 году составили 28 миллиардов. Это субсидии на тепловую энергию, на поставку тепловой энергии. То есть, получается, мы сегодня в основном очень много денег тратим на обогрев вот таких, скажем, дырявых, проще говоря, домов. Вот это одна проблема. Теперь ветхого жилья. Да? Многоквартирные дома вот примерно составляют, скажем, 25%. Из них, например, да, 12,7% это аварийные дома. И только в 2021 году началось строительство по программе ветхого жилья. Да. И, конечно, сегодня надо абсолютно по-другому, видимо, подходить к этому вопросу. Да, вот эту проблему. И потом проблем, конечно, там хватает. Ну, как вы понимаете, да, лучше меня, там транспортная схема очень сложная. Строительным сегодня, к сожалению, вот эта база все стройиндустрии, которые когда-то были, да, в том же Тикси, Белой горе, производили какие-то материалы и так далее, да, сегодня они уже утрачены полностью. Да. Кое-какие материалы еще производятся там в селе Оленевок, например, да, и то индивидуальные предприниматели, например, инициаторами и патриотами, скажем так, да, в поселке Батагай и так далее. То есть все это дело утрачено. И сегодня, например, некоторые районы доставка материала происходит в течение 1,5 года. Да, то есть доставляют до определенного пункта речным транспортом, потом ждут зимника и так далее. Да. Есть, конечно, очень много проблем по ценовой политике. Это во главу угла ставится. Себестоимость, например, доставки строительных материалов могут занимать до 40-50% от сметной стоимости самого объекта. Да. То есть вот этот момент, конечно, надо учитывать именно в сметной документации. К сожалению, как вы понимаете, сегодня, когда строится по программе ветхого жилья, мы всегда привыкли, что привязываем к квадратному метру жилья. Да. То есть, если мы, например, там ниже какого-то определенной цифры не сделаем, глава, как глава, например, я себе представляю, да, если напишу там 136 тысяч квадратных метров, может быть, я получу еще какие-то средства. Если напишу там 180 тысяч, я не получу. Поэтому, конечно, идут они на сделку, скажем, по-простому говоря. Да. Вот этот момент очень... Я удивился, вот расценки, например, да, у нас есть, диву даюсь, да, вот по расценкам, например, доставка грузов до села Саккырыш, Эбено-Бутантайский район, 20 тонн грузов, она составляет по расценкам 180 тысяч. А затраты, мы вот специально провели опрос, транспортной компании, чтобы доставить груз объемом 20 тонн, да, требуется затратить, оказывается,
2,5 тонны дистоплива. Дистопливо стоит 75 рублей. И мы получаем 175 тысяч. Вот так. Вот какие подходы вообще к проектированию и строительству жилых домов в арктических районах предлагает ваш институт? Ага. Ну вот вопрос очень хороший на самом деле. Да. Вот как вы понимаете, сегодня одна из самых важных вопросов – это решение инженерной инфраструктуры. То есть, получается, сегодня нет там центральной канализации, водоотведения точнее, да, и нет центрального водоснабжения. Это там всего-навсего по всем северам 5 километров центральной канализации всего-навсего. Да. Вот. И в основном разобщенность, конечно, на огромной территории, да, мелкие населенные пункты размещены на больших расстояниях от тех же районных центров. Это огромная территория, по большому счету. Да. Конечно, надо решать там очень аналитически правильный подход сделать. Да. Вот. Правильный подход сделать, да, и, конечно, мы предлагаем сегодня вот для малых населенных пунктов, например, да, там количеством до 500 человек, строить в основном двухквартирные, вот перейти, помните, в советское время в основном были там 2-4-квартирные, да, вот таком блокированные дома, так называемые, строили, когда вот одна стена, общая стена, она общая, да, получается, да. Вот таким образом выйти из ситуации, да. То есть со своим участком небольшим, да, вот такие, но при этом эти дома должны быть, опять-таки, в виде микрорайона, например, да, микрорайон, и там все решить вот эту инженерную инфраструктуру. Притом, конечно, речь не может идти о центральном там водоснабжении. Это должна быть доставка, опять-таки, значит, водовозкой, проще говоря, да. Но при этом в каждом доме должна быть очистная станция, да. Сегодня есть модульные очистные станции, да. А, к сожалению, если даже сегодня там выполняется какое-то благоустройство дома, например, да, но сброс этой воды производится, к сожалению, вот наше ближайшее, ну, скажем, чистое ближайшее озеро, без очистки, да. Это сегодня законом не разрешается. Поэтому теперь для населенных пунктов, которые, ну, население больше 500 человек, конечно, надо строить многофункциональные жилые комплексы, да, где действительно мы должны проектировать энергоэффективный дом, притом в этом доме, например, в первом этаже должна быть полностью социальная инфраструктура. Ну, Терентий Афанасьевич, спасибо вам за такой прекрасный рассказ. Вы в доступной форме все-таки довели до жителей, до якутян, какие проблемы подготовки кадров, ведения строительства. Я желаю вам всем успехов во благо республики. Ну и я думаю, что вы и впредь будете вносить свой достойный вклад в развитие нашей родной республики. Спасибо вам. Спасибо вам.